эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Сразу 2 моста откроют в Якутии в конце октября. Строительство еще одного мостового перехода может начаться уже в следующем году. В крупных школах Хангаласского района установили тепловизоры. Что будет, если прибор выявит человека с высокой температурой тела? Московские документалисты сняли 3 фильма о Якутии, чем наш регион поразил съемочную группу. Новый учебный год в новом здании. В поселке Алмазный Мирнинского района открыли 3-этажную школу на 275 мест. Жителей поселка поздравил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что, несмотря на пандемию, все социальные объекты в республике сдаются в срок. До этого учебного года дети учились в старом деревянном здании. Новая школа общей площадью 5000 квадратных метров отвечает всем современным образовательным стандартам. Есть актовые и спортивные залы, большая столовая, 2 лингофонных кабинета, кабинет искусства, библиотека, студия хореографии. На территории школы также обустроена детская площадка и зона отдыха. С ходом ремонтных работ на федеральной трассе Вилюй ознакомился глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что работы идут очень высокими темпами. В регионе постепенно сокращается количество паромных переправ. В конце октября будут введены в эксплуатацию 2 моста. Один через Малую Батуобу в Мирнинском районе, второй через реку Тюкян на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов. В прошлом году в эксплуатацию был введен мост через реку Марха. По словам главы региона, на завершающей стадии находится проектирование моста через реку Вилюй в районе села Верхневилюйск. Его протяженность будет составлять 1,5 километра. Подъездные пути к нему свыше 20 километров. Айсен Николаев выразил надежду, что строительство этого объекта может начаться уже в 3-м квартале следующего года. Ремонт автодороги Умнас в Хангаласском районе идет без нарушений. К такому выводу пришли эксперты Росавтодора и Управления дорог Вилюй. На автодороге Умнас подрядная организация ведет ремонт полотна с применением ресайклинга и последующей укладкой асфальта в 2 слоя. В этом году объем работ составит более 28 километров. Сейчас работы по капитальному ремонту идут на участке от 102 до 113 километров. Дорожники уже вплотную приблизились к селу Булганихтах, вдоль которого проложена автотрасса. На территории села в этом году рабочие обновят асфальт и проложат тротуар, а также установят уличное освещение. А в столице региона более половины, а точнее 60% ремонтируемых дорог покрыли двойным слоем асфальта. Это чуть больше 15 километров. Напомню, что в этом году в рамках национального проекта «Безопасной и качественной автомобильной дороги» в нормативное состояние приведут почти 24 километра дорожного полотна. Оставшиеся 8 километров дорог уложены на 65% нижним слоем. Есть отставание от графиков по 4 объектам. Речь идет о подрядчике СТК «Алас», который работает на центральных улицах города – Петровского, Орджоникидзе и Курашова. Теперь к последним данным оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом еще 41 человек в регионе заболел COVID-19. В столице региона 19 случаев, в Мирнинском районе 6, в Хангаласском 3, по 2 в Алданском, Ленском и Нюрнгринском районах, по 1 заболевшему в Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Мигино-Кангаласском, Нюрбинском, Аймиконском и Оленёкском районах. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За минувшие сутки подтвержден 1 летальный случай от COVID-19. Сегодня основным этапом, конечно, это ситуация по завтрашнему дню. Это первый раз мы идем в новой ситуации в школу, в детские сады. Мы считаем, что мы готовы, но посмотрим, какие испытания нам сегодня принесут. У нас большая готовность, в том числе по запуску тепла в детские сады и в школы. Это сегодня на особом контроле. Наша самая главная задача, чтобы дети у нас пришли в теплые помещения, не успели заболеть, и мы успели провести всю нашу прививочную кампанию, которую мы запланировали до 15 октября, привить 60% населения от гриппа на территории Республики Саха-Якутия. Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения России.
Родители должны рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены детей. В Роспотребнадзоре рассказали, что на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В Министерстве просвещения призывают родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячую линию ведомства. И как мы? Тепловизоры установили в 3 крупных школах Хангаласского района. Устройство позволяет бесконтактно измерять температуру одновременно у нескольких десятков человек. В считанные секунды прибор сканирует входящих в здание школы и выдает на экран световой маркер. Зеленый квадрат показывает, что человек здоров, красный сигнализирует о температуре выше нормы. В этом случае охранник или вахтер предложит повторно пройти через тепловизор и в случае подтверждения высокой температуры отправит учащегося или сотрудника школы под наблюдение медиков. Новый учебный год в нашей школе начнется для 600 обучающихся. Дети будут учиться в 2 смены. До пандемии они учились в 1 смену. Перед началом каждой смены, утром и днем, дети будут заходить через 3 разных входа классами с интервалом в 10 минут. Если на входе тепловизор зафиксирует у ребенка температуру выше 37 градусов, вызываем родителей или скорую помощь. Если температура обнаружится у сотрудника школы, изолируем его в отдельном помещении и также вызываем скорую помощь. Известные московские документалисты провели в Якутии месяц и теперь готовят к эфиру 3 отдельных документальных фильма о нашей республике. Картины расскажут о жителях уникального русского устья в Алайховском районе, о юкагирах, а также о якутах. Ленты войдут в цикл «Земля людей», который знакомит с традициями разных народов России и выходит на телеканале «Культура». Чем поразила съемочную группу «Якутия», узнаем из материала Максима Кардозо. Ваши первые впечатления о Якутии? Первое впечатление – это ощущение, что ты на краю света. Ты понимаешь, где это территориально. Вот просто ты берешь карту и понимаешь, где ты находишься. Google показывает, где ты находишься. И все. И сносит крышу. Анна Коряковцева – автор 25 документальных фильмов о разных народах России и побывала в самых отдаленных уголках нашей Родины, от Камчатки до Калининграда. Казалось бы, чем можно удивить бывалого кинематографиста и путешественника, но Якутии это удалось. Когда дело касается Якутии, это вообще отдельная вселенная. Якутия, наверное, одно из самых красивых мест, в которых я когда-либо побывала, а я очень много путешествую. И если кто-то решится поехать в Якутию и потратить на это время, то не нужно это делать коротко. Для того, чтобы понять Якутию, нужно съездить в разные места и провести там какое-то достаточное время. И это точно что-то изменит в тебе. Документальный цикл «Земля людей» рассказывает о коренных народах России, об их самобытности, культуре, традиционных промыслах. И съемочная группа провела в Якутии 23 дня, за которые объездила северные улусы и центральную часть республики. По итогу должно получиться 3 картины о якутах, юкагирах и русско-устинцах. Главными в этих фильмах станут истории людей. Мы стараемся снимать людей сегодня в их жизни, то, что происходит. И сценарий нам диктует часто сама жизнь. Практически нет ни одного фильма, в котором бы не происходило что-то, что всю съемочную группу либо меняло, либо настраивало на съемки определенного эпизода. Именно вот такой подход, да, когда ты двигаешься за жизнью, за биографией, за событиями, которые диктуют тебе эти люди, которые происходят, и дает возможность увидеть этих людей их глазами. Это необходимое обсуждение, диалог поколений, диалог между регионами, взаимодействие народов. То есть методами искусства, средствами искусства, в том числе документального кино, художественного кино, можно сказать больше, ярче и привнести новый оптимизм, новое вдохновение людям. Сейчас фильм находится на стадии монтажа. Премьера планируется этой зимой на телеканале «Культура». А творческая группа уже подумывает о том, как бы вернуться в Якутию. Теперь уже зимой. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Участники республиканской экспедиции спустя 75 лет почтили память летчиков воздушной трассы «Мужество» Аляска-Сибирь, потерпевших авиакрушение в горах Верхояне в 1943 году. Все подробности у Марии Винокуровой.
Группа, преодолев 280 километров по федеральной трассе Колыма, добралась до местности Качаличан. Наутро команда в составе ветеранов боевых действий в Афганистане и Северокавказском регионе под руководством полковника милиции в отставке Николая Гребенникова двинулась на место авиакатастрофы. Сопровождала бойцов представитель Тампонского управления образования Надежда Захарова. Пройдя 15 километров до места падения самолета, группа установила памятную доску летчикам самолета А-20 «Бостон». Разлет осколков очень большой. Вся гора усыпана этими осколками. Ну, сколько лет уже ходили все люди, все равно как бы. Мы шли, находили новые осколки там. Удивило то, что самолет разбился в 1943 году, а на самих деталях вообще ни ржавчины, ничего. Гайки откручиваются, закручиваются, все вообще легкое, как будто только что с завода. И главное, и клеймение есть американские, все расписано. На обратном пути поисковики встретились с представителями администрации Тампонского района, где поделились своими впечатлениями о походе. Примечательно, что в экспедиции приняли участие также дети войны, представители юнармии. Во время этих перелетов было около 140 крушений. Нашли пока 25. Остальные, вот каждый этот самолет – это чья-то судьба, чьи-то жизни, чьи-то деды. Так. И мы должны их найти. Участники экспедиции спустя 75 лет передали в историко-краеведческий музей поселка Хандыга фрагменты боевого самолета. Остальные находки найдут свое место в Музее боевой славы в городе Якутске. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. 7-тысячный малыш Якутии родился в селе Заречный Алекнинского района. На днях молодой семье Люлиных вручили документ, подтверждающий этот факт. Новорожденная Виктория, второй ребенок в семье, родителей поздравили представители администрации района, Министерства труда Якутии, глава Заречного и председатель женсовета поселка. Они вручили семье подарки. Мы вручили свидетельство о регистрации 7-тысячного жителя Республики Саха-Якутия. Это девочка Виктория, которая родилась в молодой семье у Люлиных Елены Александровны и Александра Николаевича. Сегодня глава Якутии Сэн Николаев подведет итоги месяца на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». Руководитель региона расскажет, какими темпами будет улучшаться жизнь в Арктике, оценит готовность школ к открытию, подготовку сельского хозяйства и ЖКХ к зиме. Начало эфира на 2 телеканалах в 19:15. Повтор можно посмотреть на телеканале «Якутия-24» в 22:00. Телеэфиры также будут ретранслироваться на радио ТТ. На этом все. Оставайтесь с нами.